Напряженную ситуацию между Абхазией и Грузией не удалось разрядить в начале 2000-х годов и в последующие годы. Несмотря на многочисленные усилия ООН, план урегулирования конфликта, разработанный в декабре 2001 года специальным представителем Генсека ООН Дитером Боденом, даже не был принят к обсуждению сторонами. Абхазия приостановила свое участие в переговорном процессе осенью 2001 года из-за поддержки грузинскими властями незаконных вооруженных формирований и теракта, совершенного в подконтрольной Грузии части Кадорского ущелья в отношении вертолета с сотрудниками миссии ООН. Позднее переговорный процесс был возобновлен. Новый кризис в переговорном процессе произошел в августе 2006 года, когда грузинская сторона ввела свои полицейские силы в Кадорское ущелье. Политико-правовая ситуация на Южном Кавказе претерпела существенные изменения после вторжения Грузии в Южную Осетию и последовавшего за этим признания независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны России 26 августа 2008 года. Подробнее об этом в третьей части фильма. После принятия парламентом Абхазии акта о государственной независимости республики в результате общенационального референдума в 1999 году обсуждение модели общего государства с Грузией для абхазской стороны стало неприемлемым. Такая участь постигла, к примеру, так называемый план Бодена, который был разработан спецпредставителем Генсека ООН по урегулированию грузино-абхазского конфликта немецким дипломатом Дитером Боденом. Он был назначен на должность в 1999 году. Просто Ардзенба сразу сказал, что этот документ мы не будем рассматривать. Все. Он знал, что у Бодена он лежит в портфеле. Боден предварительно его показывал Андрею Михайловичу Дильгене. Андрей Михайлович в целом ознакомил Ардзенба. Ардзенба сказал, что он не рекомендует эту бумагу даже доставать. Потому что у нас все были пройдены уже процедуры. Документ назывался «Основные принципы распределения полномочий между Тбилиси и Сухуми». В нем отмечался особый статус Абхазии в составе грузинского государства. Он несколько раз мы это обсуждали, мы ему говорили, что это неприемлемо для нас документ. И однажды мы на его резиденции на кухне, он варил спагетти, он хорошо спагетти делал, я стоял рядом, и мы разговаривали. И я говорю: слушай, вы название хотя бы поменяйте, мы с таким названием даже не примем у вас этот документ. Он говорит: а вам русские скажут, вы примете. Я говорю: ну посмотрим, как мы примем. И в итоге, на самом деле, приехала делегация, видимо, у них согласовано это было, приехала делегация, тогда была такая должность спецпредставителя президента России, был господин Лощинин, ныне покойный, и был, кстати, спецпредставитель президента США, тогда Перина такой был по фамилии. И вот приехал тогда господин Лощинин, делегация в главе с ним, и встречались мы тогда Владислава Григорьевича, и мы им сказали, что мы его даже обсуждать не собираемся, этот документ. План Бодена — это был шаг назад, потому что он предполагал иерархические отношения. Поэтому он фактически не влиял на ход переговорного процесса. Мы готовы обсуждать только вопрос о возможных взаимоотношениях двух равноправных суверенных государств – Абхазии и Грузии. Это обсуждение должно происходить не с позиции диктата, а в правовом русле, в соответствии с положениями заявления от 4 апреля 1994 года, к чему мы неоднократно призывали грузинскую сторону, ООН, ОБСЕ и Россию. Об этом, в частности, говорится в письме президента Абхазии Владислава Ардзенба Генсеку ООН Кофи Аннану от 21 февраля 2000 года. Сам автор проекта «Основные принципы распределения полномочий между Тбилиси и Сухуми», спецпредставитель Генсека ООН Дитер Боден в 2016 году так прокомментировал этот документ. Вы знаете, это очень сложная история. Как
развивалась ситуация с этим документом. Самый трудный партнер для меня были грузины. Они очень возражали против одного слова в этом документе. Там написано, Абхазия – это суверенное образование в составе Грузии. Точка. Они возражали против слова «суверенное». Это ясно. И там были драки даже в парламенте. И они даже была резолюция, чтобы меня выдвинуть из Грузии. Но опять там были очень трудные партнеры меня из правительства, из изгнаний. Тогда надо жили. Тамаз надо решить. Да. И я со всеми потом говорил и сказал, почему вы обидитесь на слово «суверенное». Есть, например, Швейцария. И некоторые кантоны Швейцарии себя тоже объявили суверенными. И все-таки это одно государство. Так что зря вы, волнуетесь. Смотрите более трезво на дело, на общее дело. Но я сюда приехал, имел встречу с Евгением, с другими. Они не хотели тогда, потому что они активизировали свои лобби в Москве между временем. И вот в конце концов не принимали документ вообще. Я еще помню, была эта встреча с Евгением, и он меня спросил, о каком документе идет речь. Я сказал, вам неизвестно, но я вам принес. И я хотел ему передать. Нет, не хочу. Но скажите, по крайней мере, что там написано. 2000-2002 годы можно считать кризисным периодом грузино-абхазского мирного процесса. Ситуация в зоне безопасности в Галском районе ухудшилась после инцидента 14 апреля 2000 года, в результате которого погибло 7 сотрудников абхазской милиции. Это очень опасный инцидент, который может нанести ущерб доверию между сторонами, отметил главный военный наблюдатель миссии ООН по наблюдению в Грузии генерал Анис Ахмед Баджва. Было несколько инцидентов, непосредственно отразившихся на операциях и персонале МООНГ. Так, 1 июня 2000 года 2 военных наблюдателя, переводчик и 2 сотрудника неправительственных организаций были взяты в заложники в Кадорском ущелье. Состоялся телефонный разговор между президентом Абхазии Владиславом Ардзинба и президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, в ходе которого они договорились координировать свои действия по поиску пропавшей группы. 5 июня группу освободили. Они содержатся в более-менее нормальных условиях. Нормальных, конечно, для заложников. В смысле, не было применения силы против них. Они обеспечены едой, водой. Но, конечно, всегда над ними дамоклов меч. Когда есть конфликтная зона, когда органы правопорядка в некоторых местах либо обессилены, либо они вообще не действуют, конечно, риск увеличивается. Сам случай этот, безусловно, он не повлияет плодотворно на процесс урегулирования конфликта. Но здесь политики я, по крайней мере, не вижу. Это лично мое мнение. Я сейчас свое мнение высказываю просто как человек, который здесь находится. Я думаю, что это чисто бандитская акция, связанная с получением выкупа. Спецпредставитель Генсека ООН в Грузии Дитер Боден предпринимал попытки активизировать деятельность Координационного совета грузинской и абхазской сторон в июле 2000 года. Сейчас будет обсуждение конфликтов в Нью-Йорке в Совете Безопасности.
Конечно, там подробно тоже будет обсуждать вопросы урегулирования конфликта. По протоколу вот этого Координационного совета немало конкретных задач там. Довести до конца 2 проекта соглашений, начинать конкретно работать по мерам доверия, созвать первые рабочие группы по вопросам безопасности, выполнять заявления по пропавшим без вести. Договоренность о решении любых спорных вопросов исключительно путем переговоров считалась большим успехом, достигнутым в ходе 10-й сессии Координационного совета грузинской и абхазской сторон, проводимой под эгидой ООН при участии России в качестве содействующей стороны, ОБСЕ, государств, входящих в группу друзей Генсека ООН. Однако буквально на следующий день подписанный протокол назвал Филькиной грамотой председатель так называемого Верховного совета Абхазской автономной республики в изгнании Тамаз Надаришвили. По его словам, этот документ направлен против государственности Грузии, и он выступает за применение в Абхазии 7-го параграфа Устава ООН, предусматривающего силовые акции по принуждению к миру. Касаясь грузино-абхазских отношений, Владислав Ардзенба на брифинге 28 июля заметил: «Всякий раз, когда достигаются конкретные результаты в процессе урегулирования грузино-абхазских взаимоотношений, возникают те, кто развертывает диверсионно-террористическую деятельность. Если между Грузией и Абхазией будет достигнуто согласие, им практически нечем будет заняться», сказал президент. Еще один серьезный инцидент с точки зрения безопасности сотрудников миссии произошел в Кодорском ущелье 10 декабря 2000 года, когда 2 военных наблюдателя ООН были похищены и удерживались в течение 3 дней. Совет безопасности ООН в январе 2001 года выразил сожаление в связи с усилением преступности в зоне грузино-абхазского конфликта. Совет осудил недавнее убийство мирных жителей и абхазских милиционеров в Галском районе, призвал грузинскую сторону провести расследование инцидентов и привлечь виновных к ответственности. На этапе 2000-х позиции сторон эксперты характеризуют как бескомпромиссные. Абхазская сторона настаивала на полноценной государственности, подкрепленной международными гарантиями. Грузия же заявляла о необходимости определить статус Абхазии в рамках территориальной целостности Грузии. Данные позиции были еще раз подтверждены на состоявшемся в Пицунде 12 февраля 2001 года семинаре по теме «Государственно-правовые аспекты урегулирования грузино-абхазского конфликта» под эгидой Верховного комиссара по правам человека Совета Европы Альваро Хиль Роблеса. Семинар носил научный характер, но, по мнению экспертов, он имел и определенное политическое значение. Наметившаяся активность в переговорном процессе в рамках Координационного совета грузинской и абхазской сторон при посредничестве спецпредставителя Генсека ООН в 2001 году вновь была прервана из-за провокаций в Кодорском ущелье. Осенью этого года в ущелье вторглось вооруженное формирование под командованием чеченского полевого командира Руслана Гилаева, участники которого 8 октября 2001 года сбили вертолет миссии ООН. Это был самый серьезный инцидент, связанный с безопасностью за всю историю МООНГ. В тот день погибло 9 сотрудников миссии. Они находились на борту вертолета, вылетевшего для патрулирования ущелья. В группу входило 4 военных наблюдателей Организации Объединенных Наций, 2 набранных на местной основе сотрудников организации и 3 члена экипажа вертолета. Соглашение о прекращении огня от 14 мая 1994 года, да, там было записано, что не должно быть вооруженных формирований Грузии в Кодорском ущелье. Это было прямое нарушение, поэтому и там люди погибли. Да, реакция была, на самом деле осуждение Грузии было в этом. Докладывая Совету безопасности 24 октября 2001 года, генеральный секретарь сказал, что боевые действия в Кодорском ущелье и в прилегающих районах Абхазии, а также уничтожение вертолета МООНГ свидетельствуют о серьезном ухудшении обстановки и об определенной неудаче в усилиях по достижению политического урегулирования. Организация Объединенных Наций раз в полгода продлевала мандат миротворцев. Да. И генеральный секретарь делал доклады периодически.
Ну и бывало, когда критиковали грузин, тоже это бывало, ничего не могу сказать. Ну, понятно, что общая линия у них все равно была на то, что Абхазия должна быть частью Грузии. Как позже отметил Генсек ООН в докладе от 18 января 2002 года, вызывало сожаление то, что ни те, кто сбил вертолет МООНГ 8 октября 2001 года, ни те, кто несколько раз за период с 1997 по 2000 год брал в заложники сотрудников МООНГ, так и не были выявлены и привлечены к суду. Мы знаем о наблюдателях очень много порядочных людей было. Знаете, официально у нас подтверждений нет, заявлять мы просто не заявляли и не говорим этих вещей, но частно в такой беседе приватной некоторые заявляли о том, что они-то пишут, что видят на самом деле здесь, но в Нью-Йорке все это переписывается. Поэтому их миссия здесь, она была как бы под контролем тех служб, которые занимались этим делом. Это, так сказать, прежде всего Соединенные Штаты. Они координировали их действия. На их докладах строилась часть, значит, резолюции Совета Безопасности. Но мы понимали, что, так сказать, они не боги, они не всемогущие. Все, что делалось с грузинской стороны, это все фактически прощалось. Вот 14 декабря во время войны сбитый вертолет из Кварчили перевозил беженцев, перевозил детей, женщин, стариков, и вот сбили его. Никаких мер фактически, никаких мер даже осуждения такого строгого не было. Грузинские войска по-прежнему находились в Кадорском ущелье. Для прямых переговоров по ситуации в январе 2002 года спецпредставитель свел вместе обе стороны. Они согласовали протокол, предусматривающий, что МООНГ возобновит патрулирование 1 февраля 2002 года на основе мер безопасности, которые будут выработаны с участием обеих сторон. В течение 2002-2003 годов Генсек ООН в докладах Совету Безопасности констатировал, что стороны ненамного продвинулись в процессе продолжавшихся переговоров. В докладе от 13 января 2003 он заявил, что взятый сторонами тон стал более жестким, и они не готовы идти на существенные компромиссы. 4 февраля 2003 Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии ООН по наблюдению в Грузии до 31 июля 2003 года. Некоторые позитивные перемены начались в феврале 2003, когда недавно назначенный спецпредставитель Генсека ООН Хайди Тельявини возобновила встречи на высшем уровне. Также важным политическим событием стала встреча президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, президента России Владимира Путина и премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия в Сочи в марте 2003 года. Участники встречи договорились о продвижении мирного процесса и определили 3 блока вопросов – экономическое сотрудничество, возвращение вынужденных переселенцев и беженцев, политические вопросы и вопросы безопасности. После периода фактического, я хочу подчеркнуть, именно фактического, потому что чисто юридически какие-то попытки продолжения этого регулирования были. В докладе Генсека ООН от 9 апреля 2003 года отмечалось, что впервые примерно за 4 года абхазские власти приняли в Сухуми группу друзей на уровне послов. Группа в составе Германии, России, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Франции передала рекомендации, которые выработали в результате неофициальной встречи, проведенной в феврале в Женеве. Компонент гражданской полиции в составе 20 сотрудников в штат МООНГ рекомендовал добавить Генсек в очередном докладе в июле 2003 года. Предполагалось разместить полицейских на абхазской и на грузинской стороне, однако абхазские власти так и не дали согласия на их направление в Галский район. Осенью 2003 года в Грузии в результате переворота произошла смена политического руководства. Революция РОС сместила с поста второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Третьим президентом стал Михаил Саакашвили. С его именем в Грузии связывали и новые ожидания вокруг отношений с Абхазией. Также под эгидой ООН стороны провели официальные встречи в феврале и апреле в Тбилиси и в Женеве, где на первом этапе обсудили вопросы безопасности и возвращения вынужденных переселенцев в Галский район. Однако предметный диалог по ключевым вопросам конфликта так и не был налажен. Об этом говорилось в докладе Генсека от 14 июля 2004 года. Очередной обстрел грузового
грузинского судна в акватории Сухума в июле 2004 и громкие заявления Михаила Саакашвили о потоплении любых судов за заход в территориальные воды Грузии без ее разрешения привел к тому, что Абхазия временно прекратила участие в переговорах. С середины 2004 года грузино-российские отношения ухудшились. Грузия обвиняла Россию в фактической аннексии грузинской территории, осуществлявшейся путем предоставления жителям Абхазии российского гражданства и пенсионного обеспечения, поддержки стремления Абхазии к самостоятельности. В докладе Совету Безопасности от 17 января 2005 года Генсек отметил, что политическая неопределенность в Сухуме серьезным образом ограничила возможность дальнейшего диалога. Вместе с тем состоялось совещание высокого уровня группы друзей 13 и 14 декабря 2004 года в Женеве. Совбез ООН приветствовал подписание 12 мая 2005 года грузино-абхазского протокола, в котором предусмотрены меры по активизации выполнения Московского соглашения о прекращении огня и разъединении сил 1994 года, а также позитивные сдвиги в деле возобновления железнодорожного сообщения между Сочи и Тбилиси, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. Тем временем абхазский МИД подготовил и передал грузинскому руководству новый проект документа о гарантиях безопасности. 5 декабря 2005 года в Сухуме был подписан протокол о завершении на уровне министров подготовки документа о гарантиях невозобновления войны. После 2005 года в Сухум в разные периоды приезжали советник президента Грузии по вопросам урегулирования конфликта Ираклий Аласания, а также госминистр Грузии по вопросам урегулирования конфликтов Давид Бакрадзе. Диалог о мирном урегулировании грузино-абхазского конфликта продолжался. У меня какая была позиция? Что не зацикливаться на своих позициях, а с соперником установить нормальные отношения человеческие. И у меня понимание того, что он отстаивает свою позицию, которую, значит, его государство для этого поставило. И он понимать должен, что я свою, чтобы это не переходило на личности. И у меня были довольно рабочие отношения, достаточно хорошие, с представителями многими грузинской стороны, которые возглавляли переговоры. И даже многие возмущались, когда я выходил там, скажем, с Аласания по набережной, там, или с Бакрадзе там, выходил на набережную, на кофейню их приводил. Как ты с ними пойдешь? Сейчас люди увидят, нам оскорбят их. Никто ничего не оскорблял. Все происходило нормально. Но я за счет этих контактов, у меня получилось, когда наших пограничников 7 взяли в плен, я тогда с этим Бакрадзе переговоры вел, их освободили, когда они на грузинскую сторону их вытащили. Да, я после этого с Бакрадзе на набережную пошел, в первую школу ходил посмотреть, в которой начался конфликт в 1989 году. Все это я делал для того, чтобы достичь нормальных человеческих отношений, которые влияли на переговорный процесс. Совместная миссия ООН и ОБСЕ произвела оценку ситуации в Галском районе Абхазии и сделала вывод, что именно грузинские вооруженные отряды совершают нападения на возвращающихся людей, чтобы создать видимость неспособности абхазских властей контролировать ситуацию. Об этом заявил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба по итогам грузино-абхазских встреч в Женеве в феврале 2006 года. Весной 2006 стороны впервые с января 2001 возобновили полномасштабную работу Координационного совета. Однако ввод грузинских силовых подразделений в верхнюю часть Кадорского ущелья в июле 2006 года фактически прервал процесс переговоров. В середине июля 2006 парламент Грузии принял резолюцию, требующую вывода российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. В ответ на это парламент Абхазии призвал все страны, в том числе Россию, незамедлительно начать процесс официального признания независимости Республики Абхазия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июля в интервью газете «Коммерсант» заявил: «Если кто-то забыл, можно вспомнить, как эти конфликты начинались и какой ценой, включая жизни наших солдат, удалось кровопролитие остановить. И в том, и в другом случае есть механизмы, одобренные международными организациями. Для Южной Осетии это ОБСЕ, для Абхазии это ООН. Поэтому решение парламента Грузии – это попытка обострить ситуацию до предела». Конец цитаты.
Дальнейшим продолжением конфронтации стало 27 сентября 2006 года. Михаил Саакашвили назвал главным успехом грузинских властей операцию по восстановлению конституционного порядка в Кадорском ущелье, с которой началось, по его словам, возвращение Абхазии под контроль Тбилиси. Грузинские власти сменили местное руководство, представлявшее сванское население, и перебазировали из Тбилиси в ущелье так называемое правительство Автономной Республики Абхазия. Саакашвили приказал переименовать Кадорское ущелье и установить новое официальное название – Верхняя Абхазия. По распоряжению Саакашвили отныне все послы и дипломаты иностранных государств, участвующие в процессе грузино-абхазского урегулирования, должны вести переговоры с легитимным правительством Абхазии в селе Чхалта, Верхней Абхазии. В свою очередь, президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что ни одна дипмиссия не будет допущена в страну, если маршрут визита будет проходить через верхнюю часть Кадорского ущелья. 13 октября 2006 Совбез ООН принял резолюцию 1716, которая призвала Тбилиси к выводу своих подразделений силовых структур из верхней части Кадорского ущелья. Тем временем, 18 октября 2006 Народное собрание Абхазии обратилось к российскому руководству с просьбой признать независимость республики. Инциденты в зоне грузино-абхазского конфликта продолжились и в 2007 году. 30 октября в районе населенного пункта Ганмухури, разоруживший несколько агрессивно настроенных грузинских полицейских, патруль КСПМ СНГ был окружен крупными силами спецназа Грузии. Саакашвили потребовал от миротворцев освободить территорию Грузии и объявил командующего КСПМ СНГ генерал-майора Сергея Чабана персоной нон-грата. Обеспокоенность в связи с напряжением в зоне конфликта, отсутствие диалога между сторонами и необходимость продвижения ряда мер по укреплению доверия стали причиной Боннской встречи в июне 2007 года по инициативе группы друзей Генсека ООН. Заседание группы прошло под председательством заместителя Пан Ги Муна по миротворческим операциям Жана Мари Гино. В нем приняли участие как представители Грузии, так и абхазские представители. Я участвовал на всех с начала формирования группы друзей до сегодняшнего дня. Вот эта последняя встреча, наверное, была самая для нас положительная. Мы можем ее так оценивать. Потому что, в принципе, к нам не было никаких претензий. Все претензии были высказаны грузинской стороне. И очень жестко и твердо потребовали выполнения ряда обязательств, в частности, одно из условий возобновления переговорного процесса – это вывод грузинских вооруженных формирований из Кадорского ущелья. Переговорный процесс последний год, он находится на стадии такого тупика. И фактически никакого диалога между грузинской и абхазской сторонами все это время не было. И в то же время мы не отказываемся от существующих механизмов пока еще. Поэтому мы ведем встречи и диалоги со всеми остальными участниками переговорного процесса. 2008 год – год важного политического шага со стороны России в отношении Абхазии и Южной Осетии – признание независимости республик. Это событие, произошедшее 26 августа 2008 года, изменило в целом политико-правовую ситуацию на Южном Кавказе. Основу для событий августа 2008 и признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии заложило признание США и ряда других государств независимости Косово, вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН. Косовский прецедент изменил порядок международных отношений. Международный суд ООН постановил, что декларация о провозглашении независимости Косово в целом не нарушает никаких международных актов и таким образом не противоречит нормам международного права. Прогнозы о том, что данный случай может распространиться на постсоветское пространство, нередко звучали от политических деятелей в средствах массовой информации. Так, президент Абхазии Сергей Багапш в одном из интервью отметил, решение Международного суда еще раз подтвердило право на самоопределение Абхазии и Южной Осетии. Несмотря на то, что эти западные страны, в частности, говорили, что Косово – это
значит, мол, никак нельзя связываться с Абхазией, это там разные и так далее. Конечно, разные, потому что в Абхазии больше и исторических, и фактических, и юридических прав на независимость, чем у Косово. Весной 2008 года в Абхазии в зоне безопасности были сбиты беспилотные летательные аппараты-разведчики, принадлежащие грузинской стороне. Грузинский МИД заявил, что Грузия продолжит полеты своих беспилотников над Абхазией для сбора данных о военной интервенции России. 16 апреля 2008 президент России Владимир Путин подписал указ о выходе России из режима санкций СНГ 1996 года. Кстати, в названном поручении Путина впервые отсутствовало упоминание о территориальной целостности Грузии. Весной и летом 2008-го складывалась сложная военно-политическая обстановка вокруг Абхазии. На приграничной с Грузией территории происходили провокации. Грузия систематически нарушала воздушное пространство Абхазии. В период с 2007 по 2008 годы над республикой было сбито около 10 беспилотников. Для налаживания доверия между сторонами и поэтапного урегулирования конфликта в июне-июле 2008 года Абхазию посетило несколько европейских дипломатов высшего уровня. Так, с целью обсуждения вопроса о возможности возобновления грузино-абхазского переговорного процесса, прерванного летом 2006-го, первым Абхазию посетил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана. I don't conceive any solution without the participation of Russia. Russia is an important player, and I hope very much they will be a constructive player. As I said, the European Union has also a role to play, and we are ready to play. You know, there are formats already in place. I hope very much that there will be formats in which everybody will participate in a constructive manner. Мы заявляем сегодня. Любые контакты, любые переговоры, мы не против них. Но с учетом выполнения главного условия – вывода войск из Кадорского ущелья и подписания соглашения. В любом другом варианте ни о каких контактах речи быть не может по одной простой причине. Не надо встречаться, нет такой необходимости, и подписывать соглашения, которые потом нарушаются. Мы также пришли к пониманию господина Солана о том, что без участия российской стороны вести серьезный политический диалог невозможно. Но мы понимаем позицию Евросоюза, ее желание участвовать в этом процессе. Есть условия, при которых мы можем обсудить эту ситуацию и в дальнейшем решать ее. 11 июля министр иностранных дел Сергей Шамба принял руководителя специальной миссии ООН по оценке грузино-абхазского мирного процесса Бертрана Рамчарана. Я здесь нахожусь по просьбе генерального секретаря ООН с тем, чтобы провести оценку мирного процесса, если будет такая возможность, сделать какие-либо рекомендации генеральному секретарю. Поэтому моя задача провести дискуссии со всеми, кто имеет отношение к разрешению этого конфликта, услышать их мнение при всем уважении мнений и позиций всех этих участников мирного процесса. Оценка ситуации еще не закончена, и она будет продолжена. 14 июля замминистра иностранных дел России Григорий Карасин встретился с Бертраном Рамчараном. Заблокирована работа существующих переговорных форматов. Не выполняются прежде всего грузинской стороной обязательства в рамках действующих соглашений, а также рекомендации последних резолюций Совета безопасности ООН. Переговорный процесс зашел в тупик, указывается в сообщении МИД России. Отрицательным фактором в процессе урегулирования является отсутствие прямого диалога между Тбилиси и Сухумом. Об этом сказал 14 июля директор Департамента Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии Ганс Лукас на встрече с президентом Абхазии Сергеем Багапш. Лукас представил руководству республики проект плана урегулирования грузино-абхазского конфликта, разработанный группой друзей Генсека ООН под председательством Германии. Основной целью этих предложений является найти способ для возобновления диалога между сторонами, а также способы, которые позволят укрепить степень доверия между сторонами.
В этот же день премьер-министр Александр Анкваб встретился с делегацией Евросоюза во главе со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе Питером Сэмнеби. По словам Сэмнеби, Евросоюз заинтересован в реализации некоторых экономических программ в Абхазии в рамках европейской политики добрососедства. Мы внимательно слушаем все ваши предложения, но вместе с тем говорим о том, что наша позиция в этой части остается неизменной. Мы не можем вести переговоры с теми, кто стремится создать атмосферу страха, атмосферу террора на нашей территории. Это неприемлемо. Если у кого-то была задача тем самым нас сломить, то это глубокое заблуждение. Абхазское общество и весь абхазский народ переживал и не такие времена. Переживет и это. Но это означает, что наша позиция становится еще более твердой, еще более жесткой. И в этих условиях говорить о необходимости осуществления каких-то проектов, в том числе экономических проектов, вы знаете, я бы не сказал, что это безнравственно, да, но это неэффективно. Это неэффективно. И скажу вам прямо, что мы не нуждаемся ни в каких экономических проектах, в данном случае, в которых бы участвовала грузинская сторона, и не ориентируемся на это. 14 июля министр иностранных дел Сергей Шамба встретился с Питером Сэмнеби. Озвучивая позицию абхазской стороны относительно возможности продолжения грузино-абхазского диалога, Сергей Шамба отметил, что она остается неизменной и основана на необходимости выполнения грузинской стороной Московского соглашения, которое было грубо нарушено в результате ввода Грузии вооруженных формирований в Кадорское ущелье. Я был здесь, чтобы дальше обсуждать, как мы можем двигаться вперед после поездки господина Соланы месяц тому назад. После стабилизации ситуации, после снижения напряженности надо и перейти к более конкретным мерам, чтобы возобновить доверие. И именно об этом шла речь сегодня. Вице-канцлер и глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Абхазию в июле 2008-го с проектом по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Там предусмотрено 3 этапа. Первый вопрос, связанный с вопросом безопасности. То есть подписание этого документа имеется в виду обсуждение вопроса о выводе с Кадорского ущелья, и имеется в виду, что на этом этапе будут обсуждены принципы возвращения беженцев, подтверждены принципы возвращения беженцев с их точки зрения. На втором этапе, как они считают, могут быть реализованы экономические проекты по реабилитации Абхазии, и здесь же опять у них процесс возвращения беженцев должен уже в какой-то степени начаться. И третий этап – это вопрос обсуждения нашего статуса. Первая фаза, она в принципе нами может быть поддержана, если сосредоточиться на выводе с Кадорского ущелья и подписании соглашения. Что касается беженцев, то этот вопрос может обсуждаться только в соответствии с подписанными между нами соглашениями, не выходя за их рамки. То есть возвращение в Гальский район, подведение итогов этого процесса в Гальском районе. Второй этап экономических проектов. Мы говорим, что мы можем говорить о экономическом сотрудничестве с Европейским Союзом непосредственно напрямую, не через Грузию, не проекты, которые они хотят сделать, осуществить между Грузией и Абхазией для того, чтобы восстановить доверие. И третье, мы не собираемся обсуждать наш статус, как я вам сказал. Мы можем с Грузией обсуждать вопросы наших государственно-правовых взаимоотношений. 17 июля после встречи в Гале президента Абхазии Сергея Багапш с Франком Вальтером Штайнмайером стороны прокомментировали ее итоги. Есть некоторые вопросы, где мы нашли взаимопонимание. Другие вопросы требуют еще большого времени и изучения. И для продолжения этого диалога и посреднической миссии необходимо еще время. Я думаю, что перспективы у нас есть.
Мы наблюдали за эскалацией в последние недели и даже месяцы, и мы обязаны все сделать для того, чтобы разрядить ситуацию. Мы здесь представили трехступенчатый план, который был разработан нами в качестве координатора группы друзей генерального секретаря ООН. Мы видим, что позиция партнеров по переговорам в регионе еще очень далеки друг от друга, и мы должны сделать все для того, чтобы создать условия для того, чтобы конфликтующие партии могли вступить в прямой диалог. Президент России Дмитрий Медведев принял 19 июля Франка-Вальтера Штайнмайера. Медведев, обстоятельно изложив позицию России по вопросам грузино-абхазского урегулирования, подтвердил нацеленность на принятие скоординированных действий по снижению напряженности. Было подчеркнуто, что единственный выход в сложившейся ситуации – принятие совместных документов с обязательствами о неприменении силы и гарантиями безопасности и вывод грузинских войск из верхней части Кадорского ущелья. Мы сегодня договорились продолжать и даже интенсифицировать наше взаимодействие и в рамках группы друзей Генерального секретаря, и в рамках Организации Объединенных Наций, с тем, чтобы сформировать такую дорожную карту, трехэтапную дорожную карту, с учетом и на основе германских предложений, которые позволят убедить стороны как можно скорее начать прямые переговоры и двигаться к урегулированию. Этот план охватывает все аспекты проблемы, включая такие сложные вопросы, как возвращение беженцев, включая задачи экономической реабилитации зоны конфликта. Но самое главное, что этот план начинается с абсолютно приоритетной задачи обеспечить, чтобы стороны подписали соглашение о неприменении силы и чтобы они обеспечили деэскалацию ситуации в Кадорском ущелье. Была делегация американская, как они нажимали на Абхазию. Тот же Брайзе. Это буквально было 25 июля. Он был тогда вместе с послом. Посол Майлз. Тот, правда, молчал. Он сказал буквально следующее, что вы должны без всяких предусловий, потому что у нас предусловие было вывод войск из Кадорского ущелья, вы не должны ставить никакие условия, вы должны согласиться со всем, что вам говорят, иначе август для вас будет очень жарким. Ну, Брайзе как бы первую скрипку играл там, а тот, в общем, молчал. И когда, я помню, он сказал, иначе август для вас будет очень жарким, Майлз так удивленно на него посмотрел немножко. Ну, типа того, что надо ли было это говорить вообще. Ну, я тогда как-то ответил так очень спокойно, я говорю, мы 1 август пережили, этот тоже переживем. Вот на этом у нас встреча закончилась. Сейчас мы очень теоретически тоже разговаривали, но мне очень нравится слушать его, потому что это историк, он так хорошо знает не только историю Абхазии, но всего региона. Это очень интересно, и, по-моему, это очень важно, время от времени оставаться, слушать, думать, а потом можно идти вперед. Но, кроме того, конечно, мы обменялись мнениями о том, как стимулировать мирный процесс и как убедить наших друзей там в Тбилиси вывести этих войск, как вы хотите, и что им нужно, чтобы это делать. Потому что мы можем все время до конца жизни выбрасывать такие слова в ветер. Если нет прогресса, мы должны изменить направление. Но из-за этого я здесь тоже. Однако 8 августа 2008 года Грузия совершила агрессию в отношении Южной Осетии. После этого, по приказу главнокомандующего Абхазии Сергея Багапш, вооруженные силы республики были приведены в повышенную боевую готовность. А 12 августа Абхазия начала операцию по вытеснению грузинских войск из Кадорского ущелья. В одном из грузинских штабов абхазские бойцы обнаружили документы, макеты местности и тактические карты, подтверждающие планы Грузии по нападению на Абхазию после того, как они завершат операцию в Южной Осетии. Позже была создана специальная комиссия ООН по расследованию военных действий в Южной Осетии, которую возглавляла экс-спецпредставитель Генсека ООН по грузино-абхазскому урегулированию Хайди Тельявини. Когда произошли события 2008 года,
Она, значит, по поручению Европейского Союза возглавила комиссию, которая провела работу в России, в Грузии, в Абхазии и в Южной Осетии. И она мне говорила, что материалы, которые дала абхазская сторона, были самыми, несмотря что даже они в России работали, самые, которые вот легли в основу многих ключевых моментов документа, которые они издали. А это были два таких вот такого же формата, но толстых таких 2 тома по этим событиям. И что главное там было, это вообще в такой ситуации самое главное, кто начал конфликт. Там прямо было написано, что начала грузинская сторона с обстрела спящего мирного города Цхинвал. Вот. Это все перечеркивало все остальные обвинения России и прочее. Так что это была тоже большая работа, которую тоже абхазская дипломатия несла свой существенный вклад. После начала августовской войны в Южной Осетии, но еще до признания независимости абхазской и осетинской сторонам, был предложен некий план урегулирования на условиях конфедеративных отношений с Грузией, вспоминает Сергей Шамба. Он возник в результате договора Медведева и Саркози. Это была последняя попытка создать конфедеративную модель. Была очень завуалированно сделана. Происходило это так. В Бочаро-Ручье, который в Сочи, отдыхал тогда президент Медведев. И приглашены были Багапши какой-то, президент Южной Осетии. И в разговоре Медведев сказал, что вот неплохо было бы создать конфедерацию между вашими государствами. Через некоторое время Багапша пригласили в Москву. Оказывается, пригласили также и Эдуарда Джабевича какой-то. Он улетел, на следующий день звонит мне, говорит, срочно вылетаю в Москву. Мы так сели за журнальный столик, и он положил мне распечатанный проект конфедеративного союза. Ну, я прочел шапку, написано о том, что Абхазия и Южная Осетия создают конфедеративный союз. Я даже дальше читать не стал. Я говорю, какая конфедерация может быть? У нас даже границ общих нет. Я говорю, они, может быть, хотят потом Грузию включить? И Сергей Васильевич говорит, ну, посмотри последний пункт. Я смотрю последний пункт. В последнем пункте написано, в конфедерацию могут входить и другие страны, в том числе и Грузия. Хотя это можно было бы не писать, правильно, что и другие страны остановиться. Но, видимо, для Саркози, для Европейского Союза, я уже потом эти выводы начал делать. Ну, я говорю, что? Ну, говорит, вот сейчас МИД, говорит, езжайте и там отмазывайтесь как можно. Мы поехали. Звонит министр иностранных дел Южной Осетии Джоев. Мы, говорит, здесь находимся, Эдуард Джабевич, заезжает, были Эдуард Джабевич, Коста Кочев, его помощник по иностранным делам, и Джоев Мурат, министр иностранных дел. Мы обсудили, я сказал, что мы это не будем подписывать, они говорят, что мы тоже не хотим. И вот мы сидим, и российская делегация, там, во главе с Карасиным, заместителем министра иностранных дел, дает нам этот документ ознакомливаться. Ну, я сказал, документ очень хороший, но мы подписывать его не можем. Ну как же так, как же так? Ну, осетины тоже отказались. Ну, давайте завтра встретимся, говорят. Но, видимо, надо было согласовать с руководством. Ну, я говорю, завтра тоже такой же ответ будет. На самом деле мы на завтра приехали, никто уже нас не настаивал на этом документе. Кстати, присутствовал на этой встрече и Семен Григорьев, будущий посол России в Абхазии. И вот после этого, через несколько дней Багапша пригласили опять Бочаро-Ручье. И опять пригласили туда и президента Южной Осетии. И Медведев сказал буквально, что я знаю, что вы отказались от подписания этого нашего проекта, тогда нам ничего не остается, как признать независимость ваших государств. Но Медведев попросил, я вас прошу, несколько дней никому об этом ничего не говорить. И на самом деле через 3 дня
Я уже как на этих сидел, у меня телевизора не было в кабинете. И ко мне забегают сотрудники, и Сергей Миронович, я пошел, и Медведев объявил, а что было дальше, вы все прекрасно знаете. После августа 2008 года ситуация на переговорах изменилась. Соглашение Медведева-Саркози, план урегулирования ситуации в Грузии в 2008 принят на встрече президентов России и Франции. Документ предусматривал, в частности, обеспечение условий для безопасности Абхазии и Южной Осетии и создание международных дискуссий. После 2008 года ситуация для Грузии изменилась. Мы уже не были... Они уже, благодаря усилиям Саакашвили в основном, что он сумел переломить ситуацию во многом, в том, чтобы восстановить Абхазию. В любом случае в Грузии, по крайней мере, но также некоторые другие участники международного процесса, о том, что Абхазия не является стороной в конфликте, а является Россия, допустим. Да? Ну, вот. Россия и Грузия, но не Абхазия и Южная Осетия. Это, конечно, было откат, да, от ситуации до этого, но потому что Абхазия уже была признана Россией, и Грузия уже не могла, это была красная линия, уже не могла она согласиться на то, что Абхазия участвует в переговорах с Грузией, как отдельная сторона. Но нашли формулировку о том, что не будет пленарного заседания, где будут стороны, а будут две группы, рабочие группы по безопасности и по гуманитарным вопросам, без названий делегации. Официально это странный формат, что каждый представляет сам себя, вот из участников. Все, то есть буквально все, и американцы, и русские, и абхазы, и палестины, и грузины, все в частном качестве. И тем не менее, только так смогли мы сохранить формат. Самые горячие споры ведутся в первой группе, ведь в конечном итоге вопрос возвращения беженцев и перемещенных лиц зависит от успеха в решении проблем с безопасностью. У участников сохраняются серьезные политические противоречия. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а западные партнеры по-прежнему настаивают на восстановлении территориальной целостности Грузии в ее прежних границах до августа 2008 года, отмечал в своей статье руководитель российской делегации на международных переговорах по безопасности и стабильности на Кавказе, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Грузинская сторона стала каждый раз выставлять на голосование Генеральной Ассамблеи резолюцию о беженцах. Вот, необходимость беженцев в Абхазию из Грузии. И мы сказали, слушайте, давайте мы тоже будем участвовать, да, перед тем, как вы планируете эти голосования, как сторона в конфликте. Мы должны сказать свою сторону. Ведь речь идет о абхазо-грузинском конфликте, не о каком-то марсианско-грузинском. Мы сторона та, которая может разрешить или не разрешить возвращение беженцев. Поэтому нас необходимо выслушать, какие наши аргументы. Но категорически они были против участия Абхазии на консультациях неформальных с Генеральной Ассамблеей ООН перед голосованием. Потому что многие страны не знают, что такое Абхазия вообще, голосуют. Понимаете? Надо было объяснить им нашу позицию. Иначе... были против, американцы не давали визы нашей делегации, мы хотели поехать туда, не давали визы. Поэтому сказали, в таком случае мы не участвуем в переговорах по беженцам. Вот вторая группа, вопрос беженцев уже давно не обсуждает вообще. Либо вместе в Нью-Йорке, либо вместе в Женеве. 15 февраля 2009 года Совет безопасности ООН принял резолюцию 1866 и продлил мандат миссии ООН в Грузии и Абхазии. В документе впервые не содержалось никакого упоминания о территориальной целостности Грузии, а бывшая миссия ООН по наблюдению в Грузии названа впервые «Миссия ООН без географического определения». 15 июня 2009 года 7 стран, включая США, Великобританию и Францию, внесли на обсуждение Совбеза проект резолюции о продлении мандата миссии ООН на 2 недели до 30 июня 2009 года. В проекте резолюции содержалась ссылка на 3 последние резолюции Совета Безопасности, включая резолюцию 1808, подтверждающую территориальную целостность Грузии. Россия, однако, потребовала упомянуть в тексте принимаемой резолюции Республики Абхазия и Южная Осетия и границы этих государственных образований. Такой подход оказался неприемлемым для других членов Совета, придерживающихся позиции о неизменности границ Грузии. В итоге Россия на заседании Совета Безопасности ООН 15 июня 2009 года наложила вето на проект резолюции о техническом продлении мандата МООНГ. На этом работа миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта была свернута. Прежний мандат миссии ООН фактически прекратил свое существование в связи с грузинской агрессией против Южной Осетии в августе прошлого года
и последующим выходом Грузии из Московского соглашения о прекращении огня и разъединении сил, в его продлении нет смысла, поскольку он построен на старых реалиях. Неужели кто-то серьезно надеялся, что новая миссия будет по-прежнему называться «Миссион по наблюдению в Грузии», тогда как действует она на территории как Грузии, так и Абхазии? Мы понимали, что когда-нибудь этот момент тоже должен наступить. Мы всегда заинтересованы были в присутствии миссии ООН, потому что она по своему мандату должна была заниматься миротворческим процессом, обеспечивать мирные переговоры. Мы единственное сожалеем, что мы теряем такую возможность для контактов с мировым сообществом через Организацию Объединенных Наций. Именно поэтому мы пытались найти формы для того, чтобы сохранить их здесь присутствие. Будут новые обстоятельства, будем новые решения принимать, будем искать новые возможности. Мы будем строить отношения и с Организацией Объединенных Наций, и с другими глобальными организациями, и с другими странами. Все начинается, так сказать, новый этап в нашей жизни в связи с этим. Мы планируем завершить всю практическую и административную работу относительно ликвидации миссии в течение 3 месяцев, и что данный вопрос потребует координированных действий и партнерских отношений с абхазской стороной. И я был очень рад, и для нас было отрадно услышать, что абхазская сторона заинтересована в том, чтобы оказать всю необходимую поддержку нашей миссии во время процесса сворачивания деятельности миссии ООН в Абхазии. Главный вывод какой? Ну, вообще политика – это же процесс. Политика – это как мусор убирать. Так кажется незаметно, а вот если ты не убираешь, то накапливается. Вот. То есть в ходе этого затяжного переговорного процесса нам удалось главное решить. Во-первых, представлять Абхазию на международном уровне. Во-вторых, избегать широкомасштабного военного конфликта. Вы знаете, что соотношение сил было, естественно, не в нашу пользу. И добиться отмены санкций, дожить до каких-то лучших времен. Это удалось сделать. Нам удалось сохранить и наше государство, построить политические институты этого государства в сложнейших условиях, экономику развивать. Да, у нас была страшная разруха, но мы должны вспомнить, что, например, у нас много продукции, которая сейчас не производится, тогда производилась. Самый главный итог – это то, что мы имеем сегодня независимое государство. Но это не значит, что точек не бывает в государственном строительстве. Вообще в истории точек не должно быть, не знаю, если какая-то не произойдет планетарная катастрофа, история, которая уничтожит человечество как вид, история будет продолжаться. Вот главное, чтобы в этой истории человечества Абхазия тоже сохранялась. Для этого маленькая единица политическая, она должна уметь лавировать, уметь думать, понимать окружающий мир, прогнозировать, какие могут быть опасности, соблюдать осторожность. Предшественниками то, что они могли сделать в тех сложнейших условиях, они сделали. Мне трудно представить, что можно было добиться больше. Я думаю, что роль свою выполнили вот, эти наблюдатели, миротворцы. Вот, и я думаю, что мы должны быть благодарны, что так все получилось. Это, конечно, было результатом очень большого труда, десятков, сотен дипломатов, политиков со всех сторон. Это не так все просто, на самом деле. Но в итоге результат был очень хороший, я считаю, потому что войны не было после этого, не было возобновления боевых действий, и мир был сохранен. Я думаю, что это самое главное. За 16 лет пребывания в регионе миссия выполняла свой мандат подчас в сложных условиях, и при выполнении своих обязанностей погибло 16 сотрудников. По мнению экспертов, миссия ООН по наблюдению в Грузии внесла позитивный вклад в урегулирование грузино-абхазского конфликта и достижение прекращения огня. МООНГ оказалась очень полезна в плане содействия поступлению гуманитарной помощи в Галский и другие районы республики. Руководство Абхазии не раз отмечало, что у абхазской стороны сложились не только рабочие, но и чисто человеческие отношения с сотрудниками миссии.
К 2008 году в миссии ООН по наблюдению в Грузии работал 136 наблюдателей из 31 страны, а также задействовано до 300 человек в качестве переводчиков, менеджеров, техперсонала. В настоящее время на территории Абхазии работают агентства ООН.